Часть 2. Зигзаг истории. Глава 5. Князья изгнания. В гостях у хазар. Персидские евреи, некогда соратники маздакитов, после гибели Маздака и бегства на Кавказ, 200 лет прожили в равнинном Дагестане между Тереком и Сулаком, по соседству с хазарами. Жили эти два этноса в мире и дружбе, не навязывая друг другу своих обычаев. Когда же арабы начали наступление на Кавказ, евреи и хазары отражали их натиск совместно, ибо и тем, и другим грозила одна и та же судьба – при поражении гибель мужей и продажа в рабство женщин и детей, а при победе – подготовка к новой войне. Надо отдать должное обоим малым этносам, которые сохранили мужество и стойкость в этой неравной войне. И немалую роль здесь играла форма этнического контакта – симбиоз, когда этносы-соседи живут рядом, не перевоспитывая друг друга, а значит и не мешая друг другу. И те, и другие были в фазе гомеостаза, хотя и по разным причинам. Хазары достигли этой фазы естественным путем, ибо они прожили свой цикл этногенеза и уцелели. Евреи путем искусственного отбора, потому что большинство их пассионариев было убито персами, и напряжение этносистемы снизилось. Однако его все-таки хватило для того, чтобы устоять против захватчиков. Когда же мощь халифата временно надломилась из-за постоянных восстаний, а хазары с тюркютскими ханами во главе перенесли военные действия против арабов сначала в Азербайджан, потом в Армению, 721-722 годы, им помогли уцелевшие огнепоклонники персы и поклонники Мусы, евреи. Вождь евреев, носивший тюркское имя Булан, лось, отличился в этом походе, вследствие чего повел себя самостоятельно. Он восстановил еврейские обряды для своего народа. Основания для датировки, которые привел Артамонов, противоречивы. В описании набега хазар на Закавказье под предводительством Булана упомянуты путь в Др-Алам, под которым видят Дарьял, и город Ардвил, то есть Ардебиль. История хазар. Артамонов сопоставил этот набег с вторжением хазар в Азербайджан в 731 году, когда хазары после некоторых успехов были разбиты арабами. Это не соответствует рассказу об удаче Булана. Затем арабы захватили у хазар знамя в виде медного изображения, чего не могло быть у иудеев. Наконец, предводителем хазар был сын Кагана Барджиль, а отнюдь не иудей, как и мать его ханша Парсбит, тигриная морда. Видимо, следует предпочесть более раннюю дату, 718 год, что не противоречит известным и установленным фактам. Равно и путь Булана истолкован неточно. Дар-Алам, буквально врата мира, это не Дарьял, а Дербент, буквально запертая дверь. В 718 году крепость была освобождена хазарами от арабов. Обращения хазар в иудаизм не было, да и быть не могло, так как в середине века прозелитические религии, христианство и ислам, резко противопоставлялись древним религиям, где к исполнению культа допускались только члены рода, даже в том случае, если род вырос в этнос. Персам-огнепоклонникам или индусам, членам высшей касты, надо было родиться, но нельзя было стать. Если же возникала необходимость принять в свою среду чужого или приобщить к себе иное племя, то выдумывались фальшивые генеалогии, чтобы оправдать нарушение принципа. Так Шах Иездигерд, решив увеличить конное войско, предложил армянским нахрарам стать зороастрийцами на том основании, что эти знатные люди вели происхождение от парфян, аршакидов. Когда же те отказались отречься от христианства, дело заглохло. Иудаизм – это культ народа, избранного Яхве, и потому редкие новообращенные считались проказой Израиля. Евреи мирно соседствовали с хазарами, ходили вместе в походы, но молились отдельно, справедливо полагая, что для хороших отношений с соседями нет необходимости делать их похожими на себя или, наоборот, лицемерно подделываться под них. Даже забыв большую часть сложных предписаний Талмуда, что было неизбежно для пастушеского племени, где юношам негде и некогда учиться даже просто грамоте, потомки евреев-маздакитов не растворялись в среди окружавших их племен Дагестана. Они к этому не стремились, да и те бы их в свою среду не приняли. Заслуга Булана была в другом.
Он удалил из своей страны идолослужителей и убедил других князей и верховного князя евреев восстановить забытую веру. Он соорудил шатер, ковчег, светильник, стол-жертвенник и священные сосуды, то есть восстановил еврейские обряды для своего народа. В сочинении Иехуды Б. Барзилая, еврейского автора XI века, это сообщение переведено так. Хазары стали прозелитами и имели царей-прозелитов, иудаизма. Однако Шишман указывает, что слово «гер» в Библии означает чужеземца, инкорпорированного другим народом и получившего права члена племени, которое его приютило. Значение «прозелит» это слово приобрело позже. Судя по общему ходу событий, древнее значение в данном случае предпочтительнее, ибо Булан принял не раввинизм, а караизм. И пусть не смущает читателя, что евреи, живущие в Хазарии, именуются хазарами. Это обычное для этнонимов обобщение, когда субэтнос на чужбине принимает название этноса. Так бретонец в России назовет себя французом, а карел во Франции – русским. Для иноземцев хазары – это люди, живущие в Хазарии и подчиняющиеся власти хазарского каганата. Но для самих обитателей страны, а равно и для ее исторической судьбы, различия на субэтническом уровне заметны. Иногда они не имеют большого значения, но при некоторых обстоятельствах их роль возрастает. Так произошло в Хазарии во второй половине VIII века, когда туда стали приезжать евреи-раввинисты из Византии. Реформа Булана имела еще то значение, что она порвала связи с маздакитскими традициями. Идейные связи вольнодумных членов иудейской общины с группой вольнодумных персов оказались призрачными. Как только жизнь поставила иные проблемы, химера распалась. То, что для персов-маздакитов было органической частью сложившегося мироощущения, евреи сбросили как отсохшую шелуху. Впоследствии маздакиты, точнее хуррамиты, пытались блокироваться с христианами-иконоборцами, ибо в смертельной борьбе 815-837 годов с арабами и персами-мусульманами хазарские евреи не помогли своим бывшим соратникам и единомышленникам. Бабек, вождь хуррамитов, завязал союз с императором Феофилом около 830 года. Мюллер. История ислама. Но попытка объединить маздакизм с иконоборческим православием, предпринятая тогда же, успеха не имела. Зато внутриэтнические связи от идейных разногласий не пострадали. Наоборот, эмиграция византийских евреев в Хазарию была облегчена тем, что беглецов встречали единоверцы и помогали им устроиться. А так как евреи-раввинисты в VII-VIII веках были горожане, то они и селились в городах – Итиле, Семендере, Самкерце, Беленджере и занимались в них торговлей, к чему сами хазары способностей не проявляли. Хазарские евреи встретили выходцев из Византии с древним радушием, но те заплатили им за гостеприимство оскорбительным презрением. О слиянии двух общин в одну не было и речи. Раввинисты относились к караимам так, как немцы при Бироне относились к русским сослуживцам. И не то чтобы обе общины не ощущали своего сродства. Нет, они оставались целостностью, но на уровне суперэтноса. Как единый этнос они себя не воспринимали и вели себя соответственно. Да и историческая роль у пришлых евреев была гораздо грандиознее, чем у местных. Именно они превратили Хазарию из маленького ханства в ведущую державу раннего Средневековья. Принесло ли это радость хазарам – другой вопрос. Но возникшая этническая химера начала функционировать в начале IX века. Ее рождению предшествовали следующие события. В летописях есть не все. Причинная цепочка событий началась с неожиданной войны. Хазары делили Крымский полуостров с греками. Хазарам принадлежали Степной Крым, восточная часть Южного берега, от Керчи до Сулака, Суража, и иногда Крымская Готия на Яйле со столицей Феодора, Мангуб. Иногда же эта страна выражала желание подчиниться Византии. Опорой власти Византии в Крыму был Корсунь, Херсонес около Севастополя, город богатый и славный строптивостью своих обитателей, державшихся независимо от константинопольского правительства, но никогда не отлагавшийся от империи. Из Крыма шло распространение православия по Хазарии, что не встречало сопротивления. Литература о средневековом Крыме огромна.
Необходимую библиографию смотри Артамонов, История Хазар. Казалось, все обстояло так благополучно, что поводов для обострения отношений не могло возникнуть. И вдруг воинственный и сильный князь Новгорода Русского, Бравлин, с многочисленным войском опустошил места от Корсуня до Керчи, с большой силой пришел к Суражу, сломал железные ворота, вошел в город с мечом в руке, вступил в Святую Софию и ограбил все, что было на гробе. Житие святого Стефана, епископа Суражского. Дальше в тексте идет описание чуда и обращение князя в христианство, но для истории важнее другие сюжеты, о которых пойдет речь. Имя этого князя Бравлин иногда читается как Бранлив, то есть воинственный, Вернадский, The Origins. В приведенном тексте неясно почти все. Кто были упомянутые здесь русы? Что за странное имя Бравлин? Ибо понимание его как эпитета Бранлив, то есть воинственен, натянуто и неубедительно. Откуда пришел этот Бравлин? Из какого Новгорода? Ведь известного Новгорода в начале IX века еще не существовало. Когда произошел этот поход? В 755 году? Или в 790 году? Вернадский, The Origins. Эта дата предпочтительна, так как учтена новая литература по вопросу. Какие причины вызвали это вмешательство в хазарские дела? Кто был инициатором внезапного набега, последствия которого были столь грандиозны? Ясно одно. Поход был направлен против хазар, причем пострадали крымские христиане, что повлекло упадок христианских епископий в Великой Степи вплоть до Хорезма. И длился этот упадок до рубежа X-XI веков. Мы не имеем права упрекать автора источника в том, что он оставил нас в неведении по стольким животрепещущим вопросам, потому что перед нами не летопись, а житие. Летописца как историка интересовали события, а агеографа — чудеса. Поэтому, в соответствии с жанром, агеограф не уделяет внимания земным делам, а летописец, как видим, пишет далеко не все, что он должен был бы знать и не замалчивать. Поэтому будем благодарны агеографу за простое упоминание события, помогающее пролить свет на начало Великого переворота в Хазарии. Император Константин говорит о степях Причерноморья. Здесь находят среди развалин городов следы христианства и кресты, высеченные из скважистого камня. Что же касается интерпретации событий и критики источников, то не будем повторять работу, уже проделанную Вернадским в уже цитированном тексте. Вернадский отмечает, что имеется две версии жития святого Стефана Суражского. Краткая греческая и длинная русская, отнесенная Василевским к XVI веку, но известная в России с начала XV века. После критики версий Вернадский указывает, что упомянутый в них Новгород – это скифский Неаполь, Симферополь, и что русы пришли в Крым из Донодонецкого ареала. Прежде чем достичь Суража, русы ограбили все побережье Крыма от Херсонеса до Керчи, причем особенно пострадали церкви. А в Сураже их вождь принял крещение и вернул военную добычу церквам. Мотивы похода неясны. Возможно, что нападение было делом византийских дипломатов, ссорившихся с хазарами из-за Готии, которую хазары усмирили в 787 году. Действительно, пострадали города хазарской части Крыма, но был разграблен и греческий Корсунь, Херсонес. Но выгода в этом была для греков. В 790 году Готия вернулась к Византии. К аналогичным выводам о родине пришел Артамонов, причем, что очень важно, независимо от Вернадского. Следовательно, это были потомки рассамонов, сражавшихся с готами, будучи союзниками гуннов. Они были неоднократно описаны арабскими и греческими авторами как этнос, живший около славян, но отличавшийся от последних языком и обычаями. Слились русы и славяне только при Владимире Святом в X веке. До этого времени русы были самостоятельным народом, хорошо известным в Германии. Немецкие хронисты называли их руги, а Ольгу – Регина Ругорум. Процесс слияния начался в IX веке, но был долг и тернист. К выводу о тождестве этнонимов руги и русы одновременно с нами пришел Кузьмин. Он подобрал много отрывочных сведений, которые сливаются в стройную концепцию о широком распространении ругов
уже в 307 году, обозначенных в числе федератов Римской империи. Родиной ругов была Южная Прибалтика, откуда руги были вытеснены готами, после чего распространились по Восточной Европе от Адриатики до Днепра и озера Ильмень. Широкое рассеяние их повело к неустойчивости написания их этнонима. Руги, роги, русы, розы, руцы, руяны, рутены. Причем за несколько столетий этническое родство могло быть забыто самими потомками древних ругов. Кузьмин считает ругов не германцами, как было принято до сих пор, и не славянами, но северными иллирийцами, противниками готов. Смотрите в книге Кузьмина «Падение Перуна. Становление христианства на Руси». Рассчитать последствия политической акции всегда трудно. Может быть, несправедливо осуждать решение византийских дипломатов ослабить хазар, противопоставив им русов, а за счет их войны присоединить к империи Крымскую Готию. Но логика событий вступила в силу. Русы получили доступ к Черному морю, и их набеги опустошали побережье Малой Азии 200 лет. Слишком дорогая цена за политическую интригу. Да и сама интрига дала результат, обратный задуманному. От грабежей русов пострадали христианские церкви, и было ослаблено православное влияние в Хазарии. Образовался политический вакуум, который был немедленно заполнен иудаизмом. Так греки вместо бесплатного союзника обрели двух сильных и жестоких врагов, вдобавок к арабам и болгарам. Но вряд ли следует винить за это дипломатов. В 786-790 годах в Константинополе шла жестокая борьба между императрицей Ириной и ее сыном Константином VI. Ирина ослепила своего сына в 797 году, но монахи-хронисты прославляли ее как благочестивую императрицу. И вот, видимо, поэтому политическая ошибка замалчивалась в хрониках, но, к счастью, упоминание о ней сохранилось в житии святого Стефана, что и дает возможность разобраться в том внезапном обороте расстановки политических сил, в том зигзаге истории, который распрямился лишь в XI веке. Не попала эта история и в повесть временных лет. И если не восстановить ход событий в Крыму, остается неясной вся история Евразии. А там, в эту же эпоху, произошли очень важные события. Рахданиты. В середине VIII века произошедшие на всем пространстве евразийского континента события изменили мир так, как никто бы не мог предугадать. Деморализованная франкская держава была зажата в стальной обруч Карлом Мартеллом, сын которого Пипин Короткий лишил престола ленивых королей династии Мировингов в 751 году. В этом же году арабы встретились с китайцами в долине реки Талас и разбили их на голову. Две другие китайские армии, одна в Маньчжурии, другая в Юннане, были разбиты ополчениями местных племен, и мечта о гегемонии Китая над Азией, бывшая руководящей идеей политики Тан, испарилась. За 6 лет до этого, в 745 году, пал второй тюркютский каганат, и его богатыри погибли в боях или были перебиты во время бегства. На его месте возник уйгурский каганат, отнюдь не агрессивный и открытый культурным влиянием Ирана, но не Китая. Но самым большим сдвигом было воцарение аббасидов в Багдаде и начавшийся развал халифата, ибо это открыло дороги с запада на восток тем предприимчивым купцам, которые эти дороги изучили. Дорога по-персидски «рах», корень глагола «знать» — «дон», знающие дороги — «рахданиты». Так называли еврейских купцов, захвативших в свои руки монополию караванной торговли между Китаем и Европой. Торговля была баснословно выгодна, потому что торговали не товарами широкого потребления, а только предметами роскоши. В переводе на понятие XX века эта торговля соответствовала валютным операциям и перепродаже наркотиков. Только сверхприбыль покрывала расходы на перевозку и содержание в порядке трассы, на которой сооружались купола над источниками и прудами, ставились вешки, указывающие направление дороги, строились караван-сараи для ночевок или дневок в особо жаркие дни. От Красного моря до Китая было около 200 дневных переходов, а вокруг северного берега Каспия еще больше. Но и северным путем пользовались, так как в аббасидском халифате восстания были делом заурядным, а хазары строго следили за безопасностью на степных дорогах.
поэтому значение Итиля как перевалочного пункта на долгом пути росло. Отдыхать на Волге было не только удобно, но и приятно. То, что путешествующие евреи VIII века названы персидским словом «рахданиты», показывает, что основу этой торговой компании составили выходцы из Вавилонской, то есть иранской общины, бежавшие от халифа Абд-аль-Мелика в 690 году. Потом к ним добавились евреи из Византии, но до тех пор, пока на границах Согда и халифата, Китая и тюркютского каганата шли постоянные войны, торговля встречала препятствия. Когда же эти войны прекратились, а Китай после восстания Ань-Лушаня 756-763 годы лежал в развалинах и продавал шелк дешево, рахданиты развернулись. Они освоили не только восточный путь, по которому шел шелк в обмен на золото, но и северный, из Ирана на Каму, по которому текло серебро в обмен на меха. Хазария лежала как раз на перекрестке этих путей. В древности караванный путь из Китая в Европу пролегал южнее, через Хатан, Памир и Вахан в Персию и дальше на запад. Этот путь был труден и неудобен, поэтому после разгрома хуннов он сместился на север пустыни Такламакан, то есть через Карашар, Кучу, Кашгар и Ферганскую долину. Еще более удобным был маршрут через Турфан в Семиречье. Этим путем пользовались в тюркское время, в VI-VII веках. Но тогда же тюркюты покорили Северный Кавказ, и выяснилось, что можно не платить пошлин иранскому шаху, а прямо везти шелк в Европу. Однако для этого необходимо было оборудовать стоянки на пути, выкопать колодцы, поставить вехи и так далее, а это очень сложно. Поэтому до тех пор, пока в торговлю не включились харизмийцы, северным маршрутом не пользовались. Но с покорением арабами Средней Азии появились средства для проведения дорог, а постоянные восстания в Восточном Иране способствовали оживлению пути из Гурганджа на Волгу, то есть через Устюрт в Хазарию. Издавна хазары жили в низовьях Волги, в дельте и пойме ее, не ожидая никаких бед. Они занимались не столько скотоводством, сколько виноградарством и рыбной ловлей. Прекрасные голубые протоки среди зеленых лугов и густых зарослей кормили и столицу Итиль, расположенную на острове, образуемом Волгой и ее восточным протоком Ахтубой. Имея роскошную экономическую базу, они господствовали над населением сухих степей, окружавших оазис, простиравшийся почти до полуострова Бузачи. Вместе с этим хазары полагали, что им ничто не грозит извне, ибо даже победоносный Мерван не счел их страну достойной завоевания. В VIII веке рыбные богатства Волги не могли стать предметом вывоза. Натуральное хозяйство создавало определенные привычки. Тот, кто привык есть финики или маслины, не имел потребности в селедке и вобле. Поэтому хазары ели красную рыбу, не вызывая зависти у арабов и греков. И неудивительно, что авторы, описывающие поход Мервана, отмечают как главную его добычу 20 тысяч семей Сакалиба, то есть людей, которых можно было обратить в невольников. По поводу значения слова «сакалиба» долгое время шел спор. Сначала их считали славянами, хотя по-арабски славяне – Славия. Когда выяснилось, что эти пленные были захвачены в земле буртасов, то возникло мнение, что сакалиба – тюркско-финская помесь. Однако средневековые географы придают термину сакалиба другой смысл. Ал-Куфи включает в это понятие всех неверных Восточной Европы. Ал-Харизми в 836-847 годах писал «Германия, она же страна Сакалиба». Масуди причисляет к Сакалиба намчин, немцев, и турок, венгров. Разумеется, славяне тоже были в числе продаваемых рабов, но Масуди называет их валинана, волыняне, из чего видно, что термины славяне и Сакалиба не одно и то же. Думается, что столь единодушное мнение средневековых географов заслуживает предпочтения. Термин Сакалиба был хорошо известен не только в Восточной Европе, но и в Испании, где при дворе омейядских халифов так называли гвардейцев-невольников. В этой гвардии кроме славян служили немцы, французы, тюрки, мадьяры, печенеги, короче говоря, все рабы, купленные на европейских рынках. И вряд ли надо видеть в этом термине этноним, так же, как в терминах «зинджи»,
черные рабы из Восточной Африки, и мамлюки. В Египте рабы из туркмен, половцев, черкесов и даже русских. Новосельцев предлагает другую версию. Считать название «Славянская гвардия» условным, подобно тому, как в Багдаде тюркская гвардия состояла не только из тюрок, а в Египте черкесская гвардия включала еще кыпчаков и грузин. Примеры говорят об обратном. Аббасиды, как сунниты, отказались от услуг магрибинцев-исмаилитов и дейлимитов-шиитов, вследствие чего берберы захватили Египет и Сирию, а дейлимиты – Багдад и Западный Иран. В Египте же кыпчаки-бахриты и кавказцы-бурджиты не смешивались, а династии их султанов чередовались, хотя все они назывались мамлюками. Неправильно считать славянской рекой Дон IX века. На Верхнем Дону в это время обитали чики, этнос отнюдь не славянский, позднее слившийся с хоперскими казаками, а между Донцом и славянским Днепром жили савиры, до XVII века выделявшие себя из числа русских. Поэтому обращение закавказских христиан-санарийцев к Сахибу ас-Сахалиба в 853 году может быть отнесено к любому сильному вождю любого племенного союза. Да и есть ли надобность считать слова славянин и раб синонимами? Нет, все-таки Артамонов был прав. Основным предметом вывоза из Хазарии в VIII-IX веках были рабы. Поэтому сюда устремились работорговцы-евреи из Ирана и Византии. Разумеется, евреи сами не совершали экспедиции за живым товаром, тем более в начале IX века Гордизи сообщает, что этим промыслом занимались венгры еще до ухода их на запад, в Паннонию. Венгры – огнепоклонники и ходят к гуззам, славянам и русам, и берут оттуда пленников, везут их в Рум и продают. После венгеро-хазарского конфликта этот гнусный промысел перешел к русам, но согласно сочинению Ибн Руста в X веке, пленных продавали хазарам и болгарам. На этот раз жертвами работорговли были именно славяне. Несколько иначе интерпретирует этот период Пашута, внешняя политика Древней Руси. Однако следует сравнить с сочинением Новосельцева, где содержится мнение о завоевании славянского города Киева русами Аскольда, Хаскульд скандинавских саг. И ведь что обидно, захваты рабов в Восточной Европе проводились не пришельцами, а аборигенами. Это говорит о том, что большую часть населения здесь составляли древние, точнее старые этносы, дославянские, утратившие былую пассионарность подобно своим ровесникам-хазарам, но в отличие от последних, не сумевшие импортировать молодую или зрелую пассионарность, которую им могли принести славяне или тюркюты. Но доблестные тюркюты, спасшие Хазарию от арабского завоевания, совершили ошибку, ставшую роковой. Тюркютские ханы из династии Ашина в силу свойственных степнякам религиозной терпимости и благодушия считали, что их держава приобретает работящих и интеллигентных подданных, которых можно использовать для дипломатических и экономических поручений. Богатые евреи подносили хазарским ханам и бекам роскошные подарки, а красавицы-еврейки пополняли ханские гаремы. Так сложилась еврейско-хазарская химера. Для евреев-рахданитов было, вероятно, досадно лишь то, что попытка Булана добиться гегемонии в политической жизни Хазарий разбилась об арабское мужество, и военная власть осталась в руках тюрко-хазарской знати, ладить с которой было не всегда легко. Образование химеры заняло вторую половину VIII века. За это время хазары перенесли военные действия против арабов в Закавказье и в отмщение за разрушение Семиндера и Беленджера опустошили Азербайджан. Об участии в этих операциях евреев, как старых соратников Булана, так и новых, рахданитов, сведений нет. Неполноценные. Не преуспев в военном деле, хазарские евреи наверстали потери любовью. В конце VIII века между Териком и Волгой появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Однако судьба их была различна в зависимости от того, кто был отцом ребенка, а кто матерью. И вот почему. Все евразийские племена считали ребенка членом рода отца. Законорожденный ребенок имел долю в родовом имуществе, право на защиту и взаимопомощь и участие в родовых культах. Род был элементом этноса и культуры, следовательно, членство в роде определяло этническую принадлежность. Происхождение матери в расчет не принималось.
У евреев этническая принадлежность совпадала с принадлежностью к общине. Право быть членом общины, а следовательно евреем, определялось происхождением от еврейки. Во II веке до нашей эры это право дало возможность включить в состав евреев семитские племена идумеев и галилеян. Но в средние века оно вело к изоляции еврейских этносов, особенно в странах Европы и Евразии, где браки с еврейками возбранялись христианской и мусульманской религиями. В Хазарии таких ограничений не было. Получалось, что сын хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери. Его учили еврейские раввины, члены общины помогали делать карьеру или участвовать в торговле. Род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастья от бедности. А сын еврея и хазарки был всем чужой. Он не имел прав на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться Талмуду в духовной еврейской школе, не получал поддержки ни у кого, кроме своих родителей, да и та была ограничена родовыми обычаями и религиозными еврейскими законами. Этим беднягам не было места в жизни, поэтому они ютились на окраине Хазарии, в Крыму, и исповедовали караизм, не требовавший изучения Талмуда. А читать пятикнижие их могли научить любящие, но бессильные против велений закона отцы. Их потомки составили крошечный этнос крымских караимов, антропологические черты коих совмещают тюркские и ближневосточные типы. Симпатии их были обращены к аборигенам, хазарам, болгарам, готам, аланам, а не к их двоюродным братьям, делавшим в богатом Итиле карьеру и фортуну. У рахданитов и хазарских караимов различной была не только практика повседневной жизни, но и теология. Учение Торы, то есть Ветхого Завета, хотя и не предназначено к распространению среди иноверцев, но и не засекречено. Оно входит как составная часть в христианское и мусульманское богословие, и потому его носители имели право выступать на диспутах и отстаивать свою концепцию, не греша против закона. Не таков талмудический иудаизм, созданный во II веке евреями, преображенными пассионарным толчком. Сам Талмуд является предметом изучения только для раввинов и теологов, а прочие евреи учат конспект, Шулхан Арух, собрание узаконенной обыденной жизни и права гражданского и уголовного. Разница между евреями-потомками маздакитов и их гостями-талмудистами очевидна. Первые заселили пустую степь, жили за счет ландшафта и находились со своими соседями-хазарами в симбиозе. Иначе говоря, они превратились в евразийский этнос, впоследствии ставший реликтом. Как таковой, он дожил до XX века, и никого не смущали конфессиональные особенности караимов, ибо это было их личное дело. Но коль скоро так, караимы выпали из еврейского суперэтноса. Они были отвергнуты своими бывшими единоверцами и соплеменниками. На свою беду ни Булан, ни его последователи этого даже вообразить не могли. Некоторое время они искренне считали, что оказывают помощь родственникам, причем приезжающие из Византии евреи поддерживали в них такое убеждение и не открывали истину. Когда же стало ясно, что к чему, было поздно что-либо предпринимать, и события потекли по руслу закономерности, возникшему вследствие банальной ошибки – смешения этнических процессов с культурно-социальными. За эту ошибку всегда приходится дорого платить. Сродство еврейских сподвижников Маздака VI века с караимами VIII века нельзя понимать как идейную преемственность. Правильнее здесь видеть психологическую близость, но и этого достаточно. Уцелевшие от разгрома 690 года главы еврейских академий Суры и Пумбадиты сумели найти общую платформу с арабскими халифами, а их противники примкнули к шиитам. Во время восстания Абу Муслима в 748 году еврейский портной из Исфахана Абу Иса возглавил более 10 тысяч евреев, восставших против догматов Талмуда. Абу Иса объявил себя предвестником Мессии и признал настоящими пророками Иисуса Христа и Мухаммеда. Восстание было подавлено в 755 году, но движение получило нового вождя, Анана бен Давида, проповедь коего началась в 767 году и продолжалась до конца VIII века. Это время было эпохой народных восстаний с религиозными лозунгами. В 755 году поднялись персы во главе с Сумбадом Магом. В 767 году восстали жители Хорасана. В 778-779 годах в Гургане было поднято красное знамя хариджитов,
а в 776-783 годах в Мавераннахре потрясли арабскую власть, одетые в белое. На этом грозном фоне развился и окреп караизм, видимо, вызревавший 2 века, как протест против смены веры. И действительно, талмудизм и каббала столь мало похожи на религию Авраама, Исаака и Иакова, почитание Элоим, и на учение Моисея, культ огненного духа Яхве, что строгое различие их необходимо для понимания изучаемых процессов. В книге Зогар «Сияние» на место личного бога Ветхого Завета поставлено Эн-Соф, бесконечное, лишенное атрибутов и связи с миром, которое, однако, осуществляется через 10 сефирот, творящих сил Бога. Это учение дальше от доктрины Ветхого Завета, чем христианство и ислам. Караимы это поняли и отказались от талмудизма, что примирило их с христианством и исламом, но принесло много горя. В XX веке ученые отказались от классической точки зрения на образование караизма в результате проповеди Анана бен Давида в VIII веке, считая ее наивной. Что ж, в теологическом плане они, наверное, правы, так как элементы взглядов древних ессеев, авторов кумранских текстов, прослеживаются в караизме достаточно четко. Но нас интересует другое. Почему древние и, хуже того, устарелые взгляды обрели новую жизнь именно в VIII веке? Иными словами, в чем кроется природная причинность отмеченной флуктуации? Вспомним, что ессеи принимали участие в 2 иудейских войнах 67-70 и 132-135 годов и понесли огромные потери пассионарными воинами, павшими в боях, и женщинами-геноносительницами, проданными в рабство. Уцелели только те, которые скрылись в Парфии и положили начало гностическому направлению иудаизма, и те, которые бежали в Аравию и осели в оазисе Ятрибы. Этих последних победил Мухаммед и принудил их покинуть Аравию. Однако отметим, что эти евреи находились в зоне пассионарного толчка, того же самого, который вызвал к жизни сначала исламскую консорцию, общину, а потом арабо-мусульманский этнос. Видимо, этот толчок должен был задеть и арабских евреев, и он их задел, но понесенное поражение вынудило их покинуть страну и из-за этого отстать в процессе этногенеза. Но когда давление арабов ослабло, пассионарные евреи сказали свое слово, а вернее повторили то, которое было уже сказано и забыто, ибо пассионариям лозунг ценен лишь постольку, поскольку он дает повод к действию и указывает цель, кого бить. В данной ситуации бить мусульман или христиан не имело смысла ни по теологической доктрине, предлагавшей синтез мировых религий, ни по реальной расстановке сил, ибо из Анана бен Давида второго Мухаммеда не получилось. Не стоило ссориться с язычниками-хазарами, потому что Булан попытался сделать из Хазарии вторую Галилею, но не имел успеха. Подлинным противником нового учения оказался уже сложившийся талмудический иудаизм. Как протекала ожесточенная борьба внутри еврейских общин на Ближнем Востоке, можно только догадываться по тональности фрагментов текстов, опубликованных в цитированной книге Каковцова. Ясно лишь одно. Евреи победили караимов и в мусульманском, и в католическом мире, а караимы уцелели только в византийских владениях в Крыму, как осколок общины хазаро-еврейских метисов. Что же касается самой Хазарии, то этот вопрос столь сложный, что ему будет посвящено дальнейшее повествование. Для начала отметим, что Булан, даже превратившись в Сабриэля, не мог претендовать на почетный титул князя изгнания, который евреи диаспоры сохранили как воспоминание о своем разрушенном царстве. Иудейская государственная традиция включала монархию, которой в рассеянии не могло быть. Поэтому до тех пор, пока евреи не имели подчиненной им территории, их глава носил титул «князь». Но бедный Булан и его племя были отверженцами Израиля, потомками евреев-маздакитов. И даже если они сами это за 300 лет забыли, то ученые-евреи все хорошо помнили. Поэтому на должность князя изгнания был выдвинут другой человек, добывший этот титул и оставивший его потомкам. И грянул гром. В то десятилетие, когда Патриций Никифор взошел на престол в Константинополе, 31 октября 802 года, а халиф Харун ар-Рашид казнил своих лучших помощников и верных друзей, бармекидов, 27 января 803 года,
В хазарском каганате некий влиятельный иудей Абадия взял власть в свои руки, превратил хана из династии Ашина по отцу в марионетку и сделал раввинистский иудаизм государственной религией Хазарии. Обстоятельства, при которых произошел этот не столь религиозный, сколь государственный переворот, прикрыты множеством легенд, которые все без исключения представляются вымышленными с одной целью – утаить от народа и истории истинное положение дел. Неизвестно даже, кем был Абадия. Видимо, он не принадлежал к числу местных евреев, потомков соратников Маздака, безграмотных и храбрых воинов-караимов вроде Булана. Об Абадии сказано, он был человек праведный и справедливый. Он обновил царство и укрепил собрания, синагоги и дома ученых, школы, и собрал множество мудрецов израильских, дав им много серебра и золота, и они объяснили ему 24 книги Священного Писания, Мишну, Талмуд и весь порядок молитв, принятых у хазанов. Он боялся Бога и любил закон и заповеди. Уже из этого одного видно, что Абадия не был ни караимом, ни хазарином. Предположение Артамонова о принадлежности Абадии к хазарской знати иудейского исповедания находится в противоречии со всеми фактами, приведенными самим же Артамоновым. Нет, эта характеристика показывает, что Абадия был человек интеллигентный и имевший связи в еврейской диаспоре. Для мудрецов израильских он не пожалел хазарского серебра и золота, чтобы только эти мудрецы согласились пожаловать в Итиль. А если сопоставить с этим фактом общеизвестное обстоятельство, что для политического переворота нужны деньги и организация, то видно, с какими кругами был связан Абадия. От смены власти выиграли не хазары и не хазарские евреи, а приезжие иудеи и еврейская община в целом. А коль скоро так, то значит они и организовали переворот, сохранив при этом легитимный принцип. Законный хан из рода Ашина стал иудеем, то есть принял веру своей матери и был принят в общину. Все государственные должности были распределены между евреями. Причем сам Абадия принял титул пех, бек, переведенное на арабский язык как малик, то есть царь. Это значит, что он возглавил правительство при номинальном хане, кагане, находившемся с этого времени под стражей и выпускаемом на показ народу раз в год. А для народа хазарского значение переворота определил царь Иосиф, глава иудейской общины Итиля, написав: «Из того дня, как наши предки вступили под покров Шехины, присутствие божества, он подчинил нам всех наших врагов и ниспроверг все народы и племена, жившие вокруг нас, так что никто до настоящего дня, около 960 года, не устоял перед нами. Все они служат и платят нам дань. Цари Эдома, язычники, и цари исмаильтян, мусульмане. Да, дело было выгодное». Философская интерпретация термина «шехина» восходит к Филону Александрийскому. В Талмуде шехина отождествляется с божеством. Одетая в темные одежды, она бродит по земле, оплакивая Иерусалимский храм и горе своих детей, рассеянных среди народов. Иосиф имел в виду скорее мифологическое, нежели философское значение слова «шехина». А теперь отвлечемся на минуту от описания хода истории, чтобы попытаться понять ее смысл. Переворот Абадии – явление отнюдь не заурядное. Более того, исключительное. Оно не укладывается в обычную закономерность этногенеза ни тюрко-хазарского, ни еврейского. Тюрко-хазары находились в конце инерционной фазы хунно-сяньбинского степного суперэтноса, вобравшего в себя угров, хионитов, динлинов, куманов и выработавшего определенный стереотип поведения и мировоззрения, то есть культуру. Евреи были моложе. Они только что миновали фазу надлома и раскола этнического поля. Будучи ровесниками византийцев и славяно-русов, евреи отличались от них тем, что освоили не природный, а антропогенный ландшафт, города от Чанани до Тулузы и караванные пути. Неизбежная взаимосвязь ландшафта с этносом чуть-чуть деформировалась, и этого оказалось достаточно, чтобы этническая система превратилась в жесткую, точнее полужесткую. Это означало, что этнос превратился в общественный слой, без чего были бы немыслимы и переворот Абадии, и последующее процветание Иудео-Хазарии. Однако жесткие системы автоматически исключаются из природного саморазвития.
Их активность растет за счет постоянных встреч с окружением, и она даже больше, чем у природных этносов. Но возраста такие системы не имеют. Поэтому появление их среди природных натуральных этногенезов деформирует, или точнее искажает обычный ход этногенезов региона, то есть создает зигзаги, не предусмотренные ни природой, ни наукой. Но это делает проблему, заслуживающей особого внимания. Не следует полагать, что созидание химер – явление исключительное, и что евреи здесь сыграли уникальную роль. Нет, аналогичные последствия возникают всюду, где возникают неорганичные контакты на суперэтническом уровне. Так в III веке до нашей эры потомки диадохов и эпигонов осели в городах Бактрии и Сирии, а наследники героев Турана, парфяне, стали господствующим классом в растерзанном Иране. И македонские династы Птолемеи и Селевкиды, и парфянские шахи Аршакиды в течение 3 веков оставались для своих подданных чужаками. Антипатия к македонянам затем распространилась на римлян. Поэтому до пассионарного взрыва I-II веков население Сирии и Египта было этнической химерой. Можно было бы привести еще несколько столь же ярких примеров. Но некогда. Нам надо вернуться на Нижнюю Волгу.